Вы знаете, вот предыстория такая. Я в течение 13 лет, начиная с 1990 года, был главным редактором журнала «Вестник Евразии». Он был подписным, сначала нет, потом он стал подписным. Вот. Он выходил 4 раза в год, то есть раз в квартал. Это был научный журнал, посвященный пространству бывшего Советского Союза. Вот. И там были разные рубрики, в том числе такие рубрики, которые допускали тексты, там, скажем, по культуре, по искусству. И в 2002 году в журнал ко мне пришел человек, который принес статью, посвященную Алле. Человек этот умер, к сожалению, до всех выставок. Это Владимир Кореняка, ведущий специалист Музея Востока. Он был очень известный среди музееведов, да и не только. Вот. И он приносит эту статью. Я к тому времени уже 8 лет ездил в Бурятию, по научным всяким делам и так далее. И никто из моих бурятских друзей не сказал мне ни слова про Аллу. Они, видимо, думали, что я знаю, что ли. Вот. И вот когда я прочитал статью, а статья была еще замечательна тем, что там она очень большая, почти 40 страниц, и половину состоит выдержки из писем Аллы. Почему они переписывались? Они переписывались, потому что Володя был классный действительно человек, он прекрасно понимал живопись, прекрасно понимал Аллу, вот, и она с ним была очень откровенна. Понимаете, вот я, прочитав все это, все время думаю, как, если собрать ее письма, опубликовать. Ну, насколько это возможно, я не знаю. Ну вот. И я так впечатлился этой статьей. Я с Володей не был знаком, мы с ним познакомились. И мы вместе как-то нам пришла в голову идея, что надо же, чтобы выставка Аллы была и в Москве. Ну вот это 2002 год. Не прошло и 20 лет. Вернее, прошло. Да, и вот умер один из авторов идеи. Вот. Ну, все-таки удалось осуществить. Но на самом деле с мертвой точки это сдвинулось после того, как повзрослел и стал самостоятельным Саша. Вот. И поскольку у меня действительно много друзей бурятских, и я через них нашел его телефон. Вот. А он в Улан-Удэ живет? Да. Как-то в один из приездов я, значит, с ним созвонился, я уже не помню, встретились мы или только по телефону поговорили, но когда он услышал об идее выставки в Москве, он, конечно, сразу ее поддержал. Вот. Ну, а дальше уже было легче. Дальше была главная задача, значит, это найти музей. Я сразу подумал про музей Востока, потому что, все-таки как бы формально, на мой взгляд, формально, Алла числится по Востоку. Но хотя на самом деле она художник мирового масштаба. Ее нельзя считать бурятским художником, российским художником. Она просто великий художник. Вот. И, значит, благодаря этим своим друзьям я вот его нашел. И дальше уже вопрос был только в том, чтобы получить согласие музея. Значит, формально любой человек может в музей прислать заявку на свою выставку. В музее есть выставочный комитет. Выставочный комитет, у него, так сказать, он всем сообщает, какие документы, чего надо представить. Вот. То есть это можно оформить, но учитывая, сколько таких заявок, можно было еще 20 лет ждать, предположим. И тут сыграло роль то обстоятельство, что мы институт востоковедения, они музей Востока. Мы очень тесно контактим, мы знаем друг друга, понимаете? И вот это вот такое... То есть все-таки ваши связи, да? Да, вот это сыграло. Все равно была формальная заявка, все равно она рассматривалась высшим комитетом. Я очень жалею, что не пришла сюда это самое, Геннадьевна Альфонса, которая... Куратор. Да, там была куратором, и которая так выставку там фактически делала. Мы ее приглашали, но, видимо, вот. Вот после того, как все это пошло, в конце концов, убедила все-таки Алла. Ее картина убедили лучше всего. Потому что у них в заявке должен быть представлены файлы с картинами художника или там со скульптурой. И, конечно, самый сильный довод была сама Алла.
Ну вот и все. А когда она там состоялась, ну здесь, в своем родном институте, уж я смогу как-то договориться. А вот это тяжело перевозить, особенно из Уланды в Москву было. А это к Саше. Это все он сам. Это музей оплачивает? Нет, Нет? нет. Значит, вклад музея и наш вклад заключается в том, что обычно с людей, которые хотят выставиться, берут арендную плату. О, И музей Востока пошел навстречу. Они отдали 3 зала больших, да. с которых они могли бы что-то собирать. Значит, нет, они бесплатно им предоставили. Ну и наше помещение. У нас здесь тоже платные выставки там вообще проводятся. А эти 2 недели бесплатный вход? Бесплатные, конечно. Вот. Нет, а вход вообще бесплатный, потому что мы, как научное учреждение, вообще не можем билетами торговать. Понятно. То есть сейчас все в эти 2 недели могут прийти бесплатно. Бесплатно, Музей да. Но только востоковед. не в выходные дни, когда, У вас когда институт выходные. закрыт. Да. Понятно. Отличная новость. Спасибо.